Президент Абхазии Бадра Гунба своим указом распорядился создать Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Абхазии. В Совет вошли представители всех конфессий в республике, руководители национальных общин, общественные деятели, государственные чиновники. Насколько актуальна и своевременна для Абхазии эта инициатива, обсудим с Давидом Пилия, членом Общественной палаты республики. Здравствуйте, Давид Чичевич. Добрый день, уважаемая Бела. Итак, все-таки, если говорить о своевременности такого решения, как вы считаете, насколько актуальна эта тема у нас в Абхазии, да и вообще в современном мире? Но надо понимать, что наша страна, она представляет огромный интерес в том плане, что здесь, на нашей территории, живет представители многих этносов. Да. И на нашей территории, в нашей стране, практически все религиозные организации, которые в мире являются передовыми, они находятся и у нас, и их представительство здесь находится. В частности, это христиане, православные, да. У нас живут и имеют свою общину мусульмане, вот. У нас есть община небольшая, иудейская, да. Ну, есть, конечно, и другие общины, которые так широко, может быть, не представлены в других странах, но они у нас есть. Ну, в частности, у нас в районе Маяка живут баптисты, это достаточно аккуратные люди, люди, которые уважают закон, и они вот, в политической жизни Абхазии тоже принимают активное участие. Конечно, есть религиозные объединения, которые не представлены нашим государством, есть, более того, и запрещенные. Они тоже у нас есть, в частности, яговисты, да, там пятидесятники, хлыстуны, трясуны и так далее. Их очень много всяких организаций, которые, в общем-то, запрещены на территории Абхазии. И, конечно, актуальность проблемы межнациональные и межконфессиональные, она достаточно велика, и потому президент, наверное, посчитал нужным создать совет при президенте. Я считаю это правильным. Президент хочет быть информирован во всех отношениях в этом направлении, и я думаю, что в этом совете он получит очень большую информацию. Угу. Ну, на самом деле, в Абхазии, как мы это всегда подчеркиваем, и везде и пишут, да, и на самом деле, наверное, такой факт и существует. Я говорю о том, что всегда как-то Абхазия славилась своей терпимостью к вот различным там вероисповеданиям, к различным там национальностям и так далее. Вот ну раз так, как ну бы, да, насколько... есть у нас история в этом плане, да. Еще в 15-16 веке разные исследователи, которые бывали на территории Абхазии, в частности, говоря о городе Сухуми, о нашем главном населенном пункте, они говорили так: там слышно многоголосие представителей разных национальностей, разных этносов, да. Здесь были персы и арабы, здесь были генуэзцы, это уже 12-13 век, да. Ну, естественно, среди христиан у нас не только православные христиане, у нас есть и представители католической церкви, представители лютеранские. Правда, они небольшие, общины не маленькие, да. Но они работают свободно. Есть их культовые сооружения в городе Сухуми есть. Она охраняется государством, и люди там достаточно себе нормально чувствуют. Конечно, у нас было хорошо представлено, скажем, вот религия иудаизм, да. У нас много евреев жило в Абхазии, но во время нашей войны была организована специальная операция, это Израиль организовала по вывозу евреев в Израиль, да, и очень многие покинули, многие вернулись после войны. И сейчас община, она небольшая, да, к большому сожалению, вот, потому что надо понимать, что уход людей с Абхазии для нас это очень болезненный вопрос. Что касается межэтнических таких проблем, у нас таких больших, серьезных нет, но есть нерешенная проблема. Это проблема паспортизации жителей Самурзакана. Это Гальский район, да? Это все-таки наши граждане, и я думаю, что их политическая судьба, она должна быть решена, потому что слишком затянулась эта проблема. Даже вот выдача документов вид на жительство, она становится очень серьезной проблемой. Я занимаюсь этим вопросом. В Общественной палате я являюсь председателем комиссии
по межэтническим вопросам и по интеграции жителей Гальского района в социальную среду Республики Абхазия. Да? Она серьезная проблема, и мы должны его в ближайшее время рассмотреть и решить судьбу этих людей, политическую судьбу этих людей. Да? Один из старожилов в селе Блабрхуа сказал следующее, я это никогда не забуду, это вообще это пример для многих. Он сказал по-абхазски следующие слова. «Бабабрей кунхоа хмцгс измо харахоп мёки хуацаропи». Да, если это перевести на русский язык, это, говорит, на нашей совести их дальнейшая судьба. И мы должны как-то этим людям помочь, чтобы они адаптировались в нашу среду. Ведь Самурзаканский район, Самурзакан, они с гордостью называют себя самурзаканцами. Это в честь, наверное, когда-то очень мощного князя Мурзакана Чачба. Они считают себя людьми значит, вот этой истории. И я думаю, что им мы должны помочь в этом вопросе. И такое решение должно быть. И я думаю, что наш народ это будет приветствовать. Как вы считаете, есть ли у нас, скажем так, предпосылки для обострения каких-то межэтнических отношений? Вы знаете, все это зависит от политической ситуации в Абхазии. Если идет какая-то предвыборная кампания, скажем, парламент-президент, она в этот период начинает обостряться. Вот последние выборы президента, знаете, у нас вот этнический состав армян, она подвергалась каким-то серьезным, скажем, ну, я бы не сказал бы нападкам, но критике, да. Я это никак не могу приветствовать. Это можно просто использовать да, естественно, да. Некоторые добросовестные политики пытаются это использовать. В целом, наша страна во все времена, она была достаточно спокойная, межэтнических проблем у нас не было. Вот давайте вспомним из истории 30-е годы, когда индустрия Абхазии развивалась, да, когда колхозное строительство началось и так далее. Кто в основном пришел в сельские коллективные организации? Это армяне, это греки, это, естественно, Абхазия, ну и живущие тогда грузины, естественно. Да. Да. Теперь вот строительство Тхуарчал, так скажем, да, шахт, строительство теплоэлектростанций. Мои земляки из Закваски откуда знали, как надо шахту строить или как надо теплоэлектростанцию строить? Конечно, Нестор Лакомый, Нестор Аполлоныч, это был мудрейший человек. Он много специалистов пригласил. И откуда он пригласил? Из Донецка, из Луганска, из Харькова, из Киева, из Ленинграда, из Москвы и многих приволжских городов. Да? Они были костяком, инженерный костяк строительства всех этих объектов. Через год, когда они поняли, что они попали в среду достаточной комфорта в плане взаимоотношений между людьми, они своих жен выписали сюда со своими детьми. А кто были их жены? В основном педагоги. Они пошли в школу работать. И потому традиционно в Кварчельской школе они всегда отличались значит, высоким уровнем знания, да, подготовки детей. Это было замечательное время. Я родился, вырос, значит, недалеко от этого города, жил и работал в этом городе, и, конечно, она очень много в моей жизни оставила хороших, положительных моментов, которые я пытаюсь передать нашим молодым людям для будущего. Скажите, а в чем, как вы видите, причина того, что в Абхазии как-то нет таких, особенно там религиозных, где обычно во многих странах столкновения на этой почве, да? Что причиной служит? Корень в чем этого? Я думаю, что это все-таки особенность абхазца, так скажем, да? Кодекса какого-то. Да, это нашего. Общение с людьми. Да, это начиная уже, наверное, уже более 1000 лет, да, Абхазия видана, это небольшое государство, небольшая страна, это небольшой этнос, и, естественно, влияние других этнических групп на Абхазию, она всегда существовала. Ну, давайте вспомним и нашествие арабов, на турков-сельджуков, значит, представителей других народов, которые, в принципе, пытались завоевать Абхазию, но в конечном итоге турецкое влияние на абхазов, оно длилось почти 300 лет. Она была достаточно мягкая, так скажем, да? Турки пытались найти общий язык с местными жителями, и, естественно, это какую-то особую культуру она воспитывала в нашей среде. Это не надо это отрицать, и я думаю, что это очень хороший пример. И взаимоотношения между разными этносами в Абхазии, она складывается достаточно мягко, да, достаточно деликатно. Я, по крайней мере, моя семья, моя интернациональная семья, у нас и в родстве есть и грузины, и русские, и армяне, и так далее.
у нас не принято в этом плане разговаривать немного резко и так далее. Это определенная культура, которая вжилась в нашем народе. И это надо приветствовать. Это очень хорошо. Ну, я знаю вот семьи, когда там христианин женится на мусульманке, и вот как бы ну, совершенно не вдаваясь вообще в эту тему. Может быть, потому что у абхазов есть как бы вот своя еще какая-то традиционная религия, так называемая, да? Может быть, в этом находят народ опору? Вы знаете, много таких примеров. Вот, скажем, у нас христиан по разным оценкам не специалистов... мешают ни обряды проводить, ничем сами не вмешиваются, но и другим не мешают. Да, Белла, я понимаю, о чем вы говорите. Значит, у нас традиционная все-таки христианская страна. Около 80% у нас христиан живущих, это в основном православные. Вот, и 11% мусульман. Мусульман суннитов, шиитов, да. И когда у нас, значит, браки, где, скажем, супруга христианка, значит, ее супруг мусульманин, никто никакие условия не ставит об изменении своей религии. Это тоже большая культура, к этому надо с уважением относиться. Христианка может в мусульманском доме спокойно жить и общаться. За примерами далеко не надо ходить, слава Богу, у нас очень много таких смешанных браков, где достаточно мира и покой в этой семье. Это, наверное, все-таки очень важно, это зависит от женщины, как хранителя очага, это зависит, наверное, от мужчины, как глава этой семьи. То есть вот эта толерантность, вот это доброе отношение к друг другу, она, конечно, родила и создала определенную культуру, которая для нас крайне необходима. Особенно для нас, скажем, небольшого в этом мире этноса. Да. Это надо, в общем-то, постоянно его оберегать, это надо развивать, чтобы наша молодежь в будущем все это впитали, всю эту культуру, скажем, 19-20 века. Вот когда осваивалось, так скажем, да, это слово можно назвать, это вторая половина 19 века, первые русские исследователи появились в Абхазии, да, биологи, зоологи, поэты, писатели, драматурги и так далее. Я вспоминаю письмо, которое было написано, потому что я его читал, да, письмо, которое было написано Русскому географическому обществу, пишут ботаники, специалисты, которые говорят так: в Абхазии каждый камень разговаривает, листва разговаривает, речка разговаривает. Мы этого языка не понимаем. Этот язык понимают только абхазы. Желательно абхазов вернуть из Турции опять на свою родину. Вот были вот такие передовые люди, понимаете, которые это поняли. И вот я недавно слышал выступление Петра Толстого, это зампредседателя Государственной Думы. Посмотрите, как он тепло говорил об Абхазии. Какие, говорит, вы молодцы, что у вас есть культура, которую вы с уважением к нему относитесь, к своей собственной культуре, как к собственной религии, обычаям и традициям. Вы не теряете свою древнюю религию, да, наш араб хамо, значит, это видит человек со стороны, он с уважением относится, а мне должны быть благодарны таким людям, да, и воспитывать нашу молодежь в этом духе. Это очень важно. Каким будет наш молодой человек в будущем? Через 20 лет, через 30, через 40 лет. Кстати, вопрос об этом. Да. Как сегодня вообще идет, скажем так, политика осуществляется, которая касается национальных отношений, да, национальная политика внутри нашей страны? Ведется ли она вообще? И как она должна строиться? Значит, неспроста этот совет создан. Видимо, надо каким-то образом подвести тот итог, который мы можем иметь на сегодня, и наметить в будущем, значит, определенный путь, который будет укреплять, значит, связь между людьми, представителями разного этноса и представителями разных религиозных общин. Для Абхазии это очень важно. Ведь страна у нас небольшая, она достаточно, скажем, ну, население у нас 250 тысяч по разным оценкам, может больше, может меньше, это может быть не намного, да. И для нас каждый человек, какую бы он религии не представлял, какого бы он этноса не представлял, это наш человек, это наш гражданин. Вы знаете, когда из Галии ежегодно уезжают в Грузию учиться от 200 до 250 человек, у меня душа болит. Вы представьте себе, мы воспитали этих молодых людей в возрасте 17-18 лет. Они, как правило, все русскоговорящие. Их с удовольствием Грузия забирает у нас. Вы можете себе представить страну, где воспитывается молодежь и отдают другой стране, да? И притом не самой дружественной нам.
Да, это серьезная ошибка. Будь он армянин, будь он русский, каждый человек, кто стал на ноги здесь, кто достиг совершеннолетия, очень важно ему здесь найти дальнейшее применение, чтобы он здесь жил, чтобы он здесь развивался. Да, я понимаю, что надо ехать учиться. Вот вы до этого говорили, что 115 человек на будущий год, значит, Россия бесплатно принимает себе на учебу. Конечно, я это приветствую. Это люди станут специалистами и так далее. Но у меня душа болит. А многие ли вернутся сюда? Вернутся ли все? Да. Ну, сейчас многое делается, да, для молодежи. Чтобы они возвращались здесь, сюда. Да, может быть, это Вы и знаете, сработает. сама Российская Федерация сегодня нуждается в людях. Вот я слышал недавно выступление Владимира Владимировича, он сказал, что сегодня в России для производства не хватает 2 миллиона 200 тысяч специалистов. Вы представляете, о каких цифрах идет речь, да? Каждый наш молодой человек, он может быть применен и в России, он может быть специалистом и так далее. Ведь многие наши соотечественники, молодые люди, получив великолепное образование, они сегодня успешно трудятся в России. Ну да, это я приветствую и так далее. С другой стороны, душа болит, они ведь и нам здесь тоже нужны. Мы должны об этом думать. Но с другой стороны, такое обучение они не получат, допустим, здесь по каким-то таким специальностям уникальным, конечно, и так далее. Конечно. Так что это такой вопрос двусторонний. Да. Среда, нужна социальная среда. Кстати говоря, ведь как бы специально делают как бы, и говорят с молодыми людьми, и отслеживают именно, чтобы вернулись сюда. Конечно, и конечно, российская сторона в том числе, конечно. она завязана с нашим университетом, с нашими там предприятиями и так далее, да, с работодателями. Всегда было. И в 30-е годы Нестор Лакобов всегда был в поиске людей, чтобы их сюда пригласить. Ну и 50-е, 60-е годы искали везде специалистов, возвращали сюда в Абхазию. Как вы считаете, как наше общество можно укрепить настолько, чтобы никакие провокации, особенно там в межнациональных, я сейчас не верю в межэтническое, но в межнациональных вот каких-то вопросах оставалось стабильным? Вы знаете, конечно, сказать о том, что все наше окружение это дружественные нам, значит, люди, да, конечно, так не скажешь. Но есть спецслужбы, которые работают. Скажем, спецслужбы Европы, спецслужбы Грузии. Вот, когда-то более активно, может быть, сейчас менее активно. Сейчас я оценку давать не собираюсь. Но, естественно, они будут работать всегда для того, чтобы в нашем обществе разболтать межэтническое равновесие. Это для спецслужб, значит, западных стран особенно это крайне необходимо, ибо это даст возможность, по крайней мере, так они считают, испортить нам отношения с Россией, с Российской Федерацией. Ведь много публикаций всякого рода, провокационных и так далее. Наша задача, особенно старшего поколения, это разъяснять нашим молодым людям, чтобы мы давали правильную оценку этим событиям. А что может в этом плане совет сделать? Вот члены совета, здесь уважаемые люди, да, руководители церкви, там, исламская организация, наша духовная, единое духовное управление мусульман Абхазии. Да. Ну и центр, кстати, вот мы как-то не назвали, греческий культурно-просветительский центр. Да, он, к сожалению, маленький по он количеству. Маленький, но тем не менее, он есть. Да. И... По разным оценкам, где-то 600-700 человек греков, да. Ну, то есть это позволит держать как-то, вот, как вы сказали, информационно руку на пульсе, да, что Конечно. происходит? Для нас сегодня самая большая опасность кроется в социальных сетях. Там, где все дозволено, там, где человек может говорить все, что угодно, а ведь для молодых людей, для людей малоопытных, у которого, скажем, такой практики жизненной большой нет, они, конечно, могут попасть в эту среду, вы знаете. То есть какими-то технологиями развести конечно, людей, сейчас такие технологии, что даже иногда ты можешь удивиться, твой голос могут подделать так, и ты можешь такую чепуху сказать, которую ты сам будешь потом удивлен. Неужели это я мог сказать? Это очень, особенно сегодня, знаете, искусственный интеллект все что угодно может сделать. И, конечно, в этом плане я надеюсь, что у Совета будут разные направления, вот, и мы должны активно работать со своим населением, особенно с нашей молодежью. Это проблема номер один, это наша молодежь. Но, знаете, вот наша среда небольшая, страна наша маленькая. Но на такой территории, где мы с вами живем, по разным оценкам демографов, здесь могут жить более миллиона человек и вести хозяйство. Она всего 250 человек, 250 тысяч, да? Вот выезжаешь из Сухуми, едешь до самого Ингула. Что прямо может работать более миллиона человек? Конечно. Ведь были времена, когда здесь жило около 800 тысяч человек.
да, они все работали, не учились и так далее. У нас работала вся наша система, все, что необходимо для поддержания определенного уровня, определенного тонуса общества, все это работало. У нас людей, не работающих, скажем, лет 50 тому назад, это было странно его видеть, праздно шатающийся человек. Это даже было, вот такой был термин правовой, праздно шатающийся человек. И это, знаете, это общество, это воспринимало достаточно негативно, да. Конечно, такие оценки сейчас делать очень тяжело, но тем не менее мы должны понимать, что каждый человек должен заниматься своим делом. Это очень важный момент. Да? Если человек не работает, он ничем не занимается, а живет только социальными сетями, рано или поздно он будет деградирован как человек, как личность. Ну, понятно, социальные сети, там и зло, и не зло, там, ну, действительно, это как много инструмент. Пользы, но много вреда. Это как инструмент действительно может воздействовать на умы, и можно как бы вот манипуляциями различными довести там любое общество. Ну, надеемся, что как бы все-таки соответственные службы справятся с этим. Церковный вопрос у нас ведь тоже до конца не решен, у нас тоже кризис, да? Ну, я как вижу решение этой проблемы. Нам надо стремиться к созданию института церкви в Абхазии. Что такое институт церкви? То есть создание специальных структур церковных. Надо нам думать о создании абхазской епархии. Нам надо думать о появлении главы этой епархии, который будет ответственность за проведение церковной политики в обществе. Ну, может быть, это не церковный должен быть человек, наоборот. Это должен быть церковный человек, у нас конечно. есть глава Абхазской православной церкви. Вы знаете, Абхазская православная церковь, как, впрочем, и священная митрополия, она же никем не признанная в каноническом плане. Да? Хотя мы, конечно, признаем, но кризис-то в нашей церкви есть, эту кризис надо преодолеть. Преодоление я вижу только в одном – создание епархии. Мы должны иметь епархию. Вы знаете, в 830 году... Это, кстати, вот вы можете обсудить в своем совете. Будем обсуждать. Со всеми, непременно. В 830 со всеми членами году этого совета. Абхазия стала, значит, автокефальной церковью. В 830 году, это начало 9 века. И до 1795 года, до смерти Максима II, у нас, значит, автокефальная церковь была. Или поместная церковь. Да, через нас... Мы христианство распространяли на Северном Кавказе, Зикская епархия, Аланская епархия. Это через абхазов все делалось. Да. Византия... Ну, вот видите, сколько у нас исторический пласт один, исторический пласт мусульманский. Конечно, и вот это вот все как бы... Да. Чтобы главное, человеку молодому не растеряться. Да. И знать, как себя вести. Ну, вот функция, скажем так, совета, людей, которые в нем будут заседать, скажем, призвание, да, что оно призвано делать, что он призван делать, значит, этот совет, как вы думаете, что он должен, может и в силах сделать? Значит, для нас очень важно, особенно в вопросах межэтнических взаимоотношений, для нас очень важно, чтобы во всех государственных структурах, во всех без исключения, начиная от радио «Спутник» и заканчивая, значит, администрацией президента, должны быть представлены все этнические группы Абхазии. Я хочу видеть министров армянской национальности. Возможно, и абжуйцев хочу видеть в разных структурах государственных. Это должно быть так. Я, например, считаю, что в Гальском районе главой администрации может быть местный. А кто сказал, что он будет хуже работать, чем люди, которых мы отсюда посылаем на работу и так далее? Кто сказал, что они будут хуже работать? Пока не говорил. Да. А вот молодежь, которая там подрастает, да, мы их должны в армию призывать, готовить их. Это будущие пограничники. Они эту границу будут лучше охранять. Представьте себе, если Келышбей Чачба пошел на такой шаг. Там тонкая да, грань, я понимаю, связанная с доверием и с прошлой нашей историей. Все равно эта проблема есть у нас. Да. Келышбей Чачба не просто так переселял лучших крестьян, дворяне и князей в Гальский район для того, чтобы держать границу, для того, чтобы периметр государства, чтобы была подконтрольна, значит, царю Абхазии. Так все-таки я хочу небольшое резюме. У нас не так много времени вот нашей беседы. И хотелось бы все-таки о том, насколько вы думаете, вот этот совет будет эффективным таким способом решать какие-то вот возникающие или существующие проблемы.
в плане межэтническом, межконфессиональном. Вы понимаете, значит, коль президент создает такой совет, а у него наверняка не один такой совет будет, наверное, и по другим вопросам будет советы, да? То есть он понимает, что самое тонкое и деликатное в нашей среде – это, первое, межэтнические взаимоотношения, которые постоянно под контролем надо держать, и, естественно, межконфессиональные. Много же у нас конфессий, да? Значит, этот тонус надо постоянно президенту держать в центре своего личного внимания. А совет в этом вопросе должна ему помогать. И ведь туда люди же придут разные, там, представители мусульманцев, представители христиан и так далее, да? Они ведь с какими-то предложениями выйдут на президента. Мы будем вместе это обсуждать. И, конечно, у нас будет план работы. Конечно, мы должны думать о том, что мы должны сделать перспективу для того, чтобы у нас вот эта спокойная среда в Абхазии, какая есть сейчас, чтобы она была постоянной. Да? Вы знаете, люди к хорошему очень быстро привыкают. Знаете, спокойно, тихо. Это же замечают даже отдыхающие. Я постоянно с ними в контакте. Да. Я же, как у вас спокойно? Насколько люди вот свободны? Вы знаете, каждый из нас, который бывает на территории Российской Федерации, в Турции, в других странах, возвращаясь и пересекая Псу, ты начинаешь как-то по-другому свою родину оценивать, свою страну. Ты свободный человек. Что может быть ценнее свободы жизни человека? Так цените, мои дорогие наши сограждане. Это вот тот золото, которое мы должны беречь во всем. Спасибо, спасибо. Мы обязательно будем следить, как будет работать совет. Интересны и ваши личные предложения. Я напомню, что мы говорили с членом Общественной палаты Абхазии Давидом Пилия, говорили об актуальности создания совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия. Благодарю.